Так, вот сейчас вы должны меня увидеть. Да? Вижу, да. Вот у вас, по идее, должна точно такая же картинка рядом появиться. Так, а у вас не спрашивало разрешить флеш? Надо, чтобы было разрешено флеш и камера и микрофон. Угу. Ну, хорошо, тогда попробуйте нажать на шестереночку. Сейчас я пока выключу. Чтобы... Здравствуйте. Лариса Николаевна, я вот вижу вас в участниках. Вы меня слышите? Напишите, пожалуйста, в чат, если вы меня слышите. Так, Лариса Николаевна. Лариса Николаевна, я выслал вам приглашение для выступления. Вам нужно нажать на кнопочку «Выйти в эфир». Так. Угу. Так, пока я вас не вижу. Он эту камеру делает. Он эту камеру делает. Тоже должен взять камеру. К сожалению, я пока вас не видел. Вот, я видел, есть. Что вы пытались выйти в эфир, но изображение я пока не вижу. Так. Что-то сказать. Ну, мы должны что-то сказать или... Не знаю, можете выйти? Хотим проверить. Ну вот. Так, я вижу у вас какие-то проблемы с веб-камерой. Попробуйте в браузере разрешить в настройках сайта микрофон, камеру и флеш. Надо, чтобы было написано «разрешить». Видео есть. Как включается микрофон, если что? Он сразу включен. Если выключить. Слышно? А сколько у вас? 2. Так. Посмотрите, что у меня получилось. Алло. Анжелика, Александр рядышком, пусть посмотрит, проверит, что у меня получилось. Сейчас он рядышком, я вот вас слышу даже в камеру. Сейчас он подойдет. То есть вы меня видите? Хорошо, тогда... Но я сейчас уже вас слышу. То есть звук у вас появился. Все, так я даже вижу. Звук у вас даже увидела, но потом вы исчезли. А знаете почему? Мне только доступ разово дает это самое. То есть вот я нажимаю доступ, он мне предоставил. Вот. Вот смотрите, а вы напишите разрешить. Я вижу, что у вас написано доступ к камере и к микрофону. Запрашивает доступ к вашим разрешить. А все, так вот я думаю, что в данном случае у меня, я сейчас еще попробую раз отключить камеру, микрофон и снова войти. Если это все хорошо, сейчас я попробую, давайте. Так, Анжелика, хорошо, пока я на связи, скажите мне, пожалуйста, план работы. Во сколько начинается вебинар? Так, в 14 часов. Так,
Так, смотрите, вы то, что сказали 3 секунды назад, повторяется. Так, смотрите, сейчас я беру план, выйду, потому что все так громко слышно здесь стало. А потому что дублируется. Я на камере, наверное, звук и одновременно на телефоне. Так, смотрите. Так, вы же говорите Николаевна. Нет, я Ольга Андреевна, Ростелеком. Ростелеком. Так, значит, вы у меня такой, вот вы в 15 должны быть на связи. Ага. В 15. Угу. 15 минут. Сейчас он зайдет, он рядышком здесь. Хорошо, Анжелика, вы мне скажите, первое. Сам вебинар начинается в 14 часов. Да, в 14. Мое выступление запланировано в 15:00. Абсолютно верно. Дальше. У меня, как мне мой руководитель передала тему профориентация, работа с вузами, СУЗами и подбор персонала. Правильно я понимаю? Все верно. Все верно. Хорошо. У меня где-то минуты на 3-4. Хорошо, хорошо. Вот, теперь... Главное сейчас с вами Ага. подключиться. Еще скажите мне, пожалуйста, такой момент. Вебинар сначала я могу посмотреть без Да, подключения? конечно, безусловно. Вы можете также войти, как вы входите, и просто смотреть вот через вот этот же вход, через который вы зашли. Хорошо. А в данном случае мне нужно будет, чтобы видеть, отключить звук, Да, вы отключите. я понимаю. А в режиме RTC у вас нет возможности. Ну, получается, что нет, я же вот все пробовала, все то, что вы говорили, подключения не было. Единственное, что я перезагрузившись, так, а вы сейчас выходите на камеру, да? Сейчас, подождите секунду. Да, у вас очень тормозит ваша техника. Сейчас. Да? Единственное, что мы будем остальное тогда вебинар проводить в режиме RTC, потому что, видите, тут в режиме Flash очень все скрипит, кряхтит и немножко тормозит. Ну вот я все, что могу сделать, это честно, вот слово. Так, вы только в режиме... Не очень большая задержка от вас. Хорошо, если есть другие варианты, я готова попробовать. Так. Ну давайте сейчас попробуем в режиме RTC опять. Давайте пока завершите сейчас ваш... Потому что вы появились и исчез. Все, вот камера включена. Да? Отлично. Сейчас, Пока телефон я выключу. Ага. Микрофон мне, наверное, надо включить. Сейчас я вас отлично вижу и слышу, все хорошо. Все понятно, видимо, где-то была проблема с доступом к камере. Вы перезагрузили компьютер, все заработало, все отлично. То есть сейчас мы в режиме RTC. Сейчас, секунду. Не услышал, что вы сказали. Вы меня сейчас не слышите, правильно? Я слышу, отлично. Просто нужно немножко по очереди говорить. Угу. Тут Всё, просто я вебинар. поняла. Угу. Да, говорите. То есть получается, что в данном случае я включаю только камеру, которая фиксирует видео и звук одновременно. Да. Эта кнопочка, которая в виде микрофона, она включает только микрофон без камеры. Да, это многие путаются из-за этого, да. Вам нужно нажимать только в виде камеры значок, и все. Она включает и камеру, и микрофон. Угу. Вот. Ну, я тогда надеюсь, что у нас все пройдет хорошо. Я думаю, да, вы с телефона вышли, с ноутбука, да, вышли сейчас? Ноутбука вышла, да. Ну, все отлично, звук хороший, все хорошее. Думаю, что вы можете этот вебинар оставить открытым. Ну, буквально у нас 2 часа времени до него осталось. Я думаю, что ничего страшного, что он будет у вас висеть. А потом, когда будет ваша очередь выступать, просто один раз нажмете вот эту круглую кнопку в виде камеры, и также в эфир выйдете, и все. Все, я вас поняла, я вас услышала. Ну, тогда все, до связи. Хорошо, спасибо большое. Да. И звук, и... Звук тоже есть, да? Ага. Да, просто
То есть сначала зарегистрироваться, да, зайти. А подождите, а мы же как-то написали. Гафарова Лариса. Добрый день. Я регистрировалась на этой платформе заранее. Так. Адрес электронной почты наш, да? Я регистрировалась. Ну можете зайти. Сейчас тогда зайдем. Да? Видео? Ну все? Так, как слышно? Ага. Все? А их не слышно. Это с ноутбука, да? Да, может быть, сядете, тогда проверим сами. Так нормально, да? Ага. Угу. Презентация. Так. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Светлана Владимировна, здравствуйте. Что-нибудь скажите, я почему-то вас не слышу. Почему-то не слышно вас. Выберите микрофон. Помните, вчера была проблема, что вас было не слышно, вы какой-то выбрали микрофон и стало мгновенно слышно. Нужно то же самое проделать сейчас. Слышно? Вот сейчас отлично, да. Ага, то есть все, меня хорошо слышно, дополнительные микрофоны никакие не нужны, да? Ну, вполне комфортно слышно, да. Нормально. Ага, я только презентацию загрузить не могу.
Почему ты Не смогла можете? найти, Нажмите на кнопку что- «Презентация», загрузить Нет, презентацию. да, это найти нашла, но тут знаете, А что как она написано? называется? У меня написано «презентация обрабатывается». И так уже в течение минут 5. Так, у вас презентация семинара «Горизонты профориентации». Да. Вот 3 раза ее загрузили. Ага. А где она? Сейчас она какая-то очень большая, Нет, 10 слайдов. 10 слайдов. Ну, возможно, немножко... Вы только что ее загрузили, да? Ну, да, да. Немножко нужно подождать, он ее конвертирует в другой формат. Я думаю, что сейчас загрузит. Ничего страшного. Да. Вот. Да, у вас, видите, 3 раза подряд она загрузилась. Сейчас я уберу лишнее. Ничего страшного, я думаю, сейчас она проиндексируется и нормально будет видеть. Все, она сама автоматически откроется, да? Она появится, вот видите, список вверху, Да, вот ваш, вижу. потом программа «Горизонт», профориентация, траектория, вот это, вы между ними переключаетесь. Видите, вы между ними переключаетесь, когда будет ваше выступление, вы свою презентацию включите. Если она из этого быстрого доступа исчезнет, там справа есть 3 полосочки, видите, справа? Мгм. Там весь список, ну, там список всех материалов, которые были загружены. Если что, можно из этого списка загрузить будет вашу презентацию. Я пока включу эту заставку. Да, так. А можно быстро ее посмотреть, как она смотрится? Сейчас, секунду, я не расслышал, что вы сказали, что? Можно посмотреть, как она смотрится? Ну, да, сейчас надо только подождать, пока она загрузится. Мгм. Да, через некоторое время она проиндексируется и... Мгм. Я личный кабинет могу вот так оставить, да, включенным, просто с эфира выйти. Что еще раз? Я могу вот так личные кабинеты оставить, да, а просто выйти с эфира, да? Да. Вы просто нажмите круглую кнопочку зеленую. Вы пока завершится эфир, а потом, когда будет ваша очередь, вы опять выйдете в эфир и будете пока уже рассказывать. Ну, ваше выступление уже будет. Мгм. Так, Она откроется точно, да, она попозже? думаю, да. Но она какое-то время занимает, чтобы Я думаю, она обработается. Просто вот видите, 3 сразу загрузилась, он сразу 3 и обрабатывает. Ну, через некоторое время проверьте еще раз. Я Да, тоже всё посмотрю, хорошо, чтобы ага, с ней я все было позже хорошо. Если что, я вам напишу. Мгм. Ага, Так, хорошо. сейчас мне вот в чат написала Лариса Васильевна. Всё, я выхожу. Да, вы выходите. Все, у вас все отлично. Спасибо большое. Лариса Васильевна, вы выступающие сегодня, да, у нас? Напишите, пожалуйста, мне личным сообщением, ну, либо в чат вашу почту, с которой вы зарегистрировались на вебинар, я вас добавлю в модератора. Подождите, Лариса Васильевна, а вы уже в модераторах. Я вас уже добавлял. У вас должна быть сверху кнопочка «Выйти в эфир». Вот где мое изображение, сверху есть 3 кнопки: камера, микрофон и шестереночка. Вам нужно на значок камеры нажать, и все, вы уже модератор сейчас. Подождите, вы 2 раза зашли в вебинар, Лариса Васильевна. Я вижу вас, вот Волощук Лариса Васильевна, как гость зашел один человек, и еще вы сейчас тоже в онлайн как модератор. Возможно, вы с другого устройства зашли под свою учетную запись, либо в 2 окнах. Вам нужно зайти под своей учетной записью ProofMe. Попробуйте то окно, где вы как гость зашли, закрыть и остаться только как... Вы зашли в вебинар 2 раза. В общем, вот проблема в этом.
Лариса Васильевна, я вижу, вы загрузили и презентацию, и видео, да, все правильно. В самой презентации видео работать не будет, оно потому что конвертируется в PDF. Все правильно, вы загрузили отдельное видео, вам нужно будет переключиться с презентации на видео, отдельно его запустить. Лариса Васильевна, давайте пробуем выйти в эфир. Нажмите, пожалуйста, кнопочку «Выйти в эфир», мы проверим, как у вас работает камера и микрофон. Лариса Васильевна. Есть мне? Так, как у нас вид? Отлично. Отлично, вас и видно, и слышно, все хорошо. Так, все правильно, да, вот вы загрузили отдельное видео, отдельную презентацию, все отлично, так и нужно будет с ними работать. Так, вот это я, значит, включу, когда она закончится. Профессионалы будущего, которые этим летом Единственное, чуть колоночку, может быть, у себя убавьте, пожалуйста. Так, колонки чуть-чуть убавить, да? Так, ну вот я хочу протащить просто, чтобы быстрее закончилось. Значит, вот у меня закончилось, теперь я опять нажимаю на презентацию, да? Да. И дальше листаю и продолжаю листать. Угу. Единственное, что немножечко убавьте звук на компьютере, чтобы, когда вы включите видео, оно у вас тоже звук будет проигрывать. И... давайте я вообще выключу звук. Тогда я вас не буду слышать, да? Вы у себя... Да. То есть вы либо, когда запустите видео, там внизу в бегунке есть убавить звук на самом видео. Там, как в плеере, как на ютубе будет. То есть вы у себя выключите звук, чтобы он по кругу не гулял в ваш микрофон. Так, а где у нас тут звук? Вот тут давайте, может быть, я его отключу. Да, то есть я буду слышать все правильно, а у себя вы... вот так. Вот послушайте. Да. Все отлично, да, так и нужно. Вы слышите? У вас слышно, как выступает? Да, все отлично. Об этом в нашем материале. Да, чтобы не поняла, то есть ваш звук начинает сильно ускоряться. Вот, все отлично. Так, 2 часа ведь еще не наступило, у нас еще есть время? Конечно, да, еще целый час. Так, У вас какие-то еще вопросы есть? у меня не вопросы, я хотела увидеть программу. Мы после кого выступаем, или вы нас озвучите? Да, у нас будет модератор Анжелика Васильевна будет у нас модератор. Она будет по очереди вызывать выступающих. Сейчас я вам покажу, кто у нас по порядку. Вот программа. Так. Сейчас. А нас нету, подождите. Где? Один момент. А нас нету здесь? Сейчас найдем. Сейчас я Анжелику Васильевну я позову и выясним. Угу. Если что, сейчас вставим. Окей. Сейчас я выясню этот вопрос, хорошо? Угу. Буквально... Все, у вас все работает. Мы не должны выступать? Нет, вчера я с ней разговаривала. Что, да. Сейчас я выясню. Я не знаю, сколько конкретно участников будет. Слайд с презентацией с этой видеошницы или оставить лучше вам, чтобы вы знали, что сейчас видно. Лариса Васильевна, да. У вас все пока работает, можно пока завершить эфир, чтобы просто так не висеть. Хорошо, понятно. Сейчас я выясню по поводу вашего выступления, и с вами свяжется Анжелика Васильевна Волкова, наш модератор этого мероприятия. Спасибо. Да, можно выключаться. Спасибо. Уважаемые участники, Светлана Кривошапкина, вы меня слышите сейчас? Вы в вебинаре находитесь? Напишите, пожалуйста, в чат. Светлана, вы здесь? Камеру сразу. Просто почему-то их не было слышно, когда проверяли. Получается, звук он показывается, что он идет. Если хочу звук отключить, я сюда, да? Как я доклад сделаю,
Да? Ну, если камера не нужна, можно прям камерой отрубить. А если нужна, ну, камера... Добрый день, уважаемые участники семинара. Мы вас видим, слышим, как вы. Слышим вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Попозже подключимся. Ага. Подключитесь, пожалуйста, чуточку попозже. Ага, хорошо. Когда я вас представлю. Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Республики Коми. Сегодня мы приветствуем участников второго республиканского семинара «Горизонты профориентации». Данный семинар, он включен в линейку мероприятий для педагогов, для руководителей общеобразовательных организаций Республики Коми. И, конечно, нам очень приятно, что сегодня в программе нашего семинара заявлены те вопросы, которые сегодня актуальны для наших выпускников 9 и 11 классов. Нам очень важно, что на данном семинаре мы с вами будем рассматривать те направления нашего взаимодействия с нашими выпускниками, которые рассматриваются именно как актуальные вопросы, связанные с поступлением, а также с организацией профориентационной деятельности на уровне каждой образовательной организации. Уважаемые коллеги, мы сегодня впервые с вами работаем в онлайн-режиме. Я напомню, что это второй республиканский семинар в нашей линейке семинаров. И если первый семинар мы проводили очно, я напоминаю, в марте, и общее количество участников у нас достигало 50 образовательных организаций нашей республики, то сегодня мы подключаемся онлайн, и у каждого из вас, уважаемые коллеги, есть возможность задать вопросы нашим спикерам в чате. Я напоминаю, что мы работаем на платформе ProfMe, которая позволяет вам быть активными участниками нашего семинара. Уважаемые коллеги, мы работаем с вами в течение 2 часов. В разделе «Вопросы» вы можете обозначить свой вопрос, и наши спикеры в течение всего семинара могут на них отвечать. Также я напоминаю, что запись данного семинара, она будет представлена в профессиональном видеозале и будет доступна для всех коллег. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня мы проведем семинар на высоком профессиональном уровне. Уважаемые коллеги, у нас очень интересная программа. У нас сегодня 8 выступающих, и мы будем постепенно, уважаемые коллеги, их представлять. Самое важное, что программа сейчас доступна в ваших личных кабинетах, и вы можете уже сейчас обратить внимание и задавать вопросы нашим выступающим. Обращая внимание, мы сейчас фиксируем на нашей платформе нашу программу. Итак, уважаемые коллеги, я хочу начать с некоторых итогов профессионального социологического исследования, которое проводилось
в марте, в апреле 2020 года в Республике Коми. Итак, уважаемые коллеги, данное исследование, оно было основано на федеральной модели профессионального выбора выпускников. Очень важно, что сегодня выпускниками 9 и 11 классов уже сделан профессиональный выбор. Но внимание обращаю, что более 20% выпускников по состоянию на 1 мая еще даже не определились со своим профессиональным выбором. Уважаемые коллеги, наиболее высокий процент неопределившихся в таких районах и городских округах: Сыктывкар, Печора, Троицко-Печорский район, Прилузский район, Усть-Куломский район, Кайгородский, Одерский район. Уважаемые коллеги, самыми распространенными специальностями для девятиклассников являются здравоохранение, информационные системы, культура и искусство, транспорт, государственное управление. А для одиннадцатиклассников такие направления, как юриспруденция, культура и искусство, образование, юриспруденция, информационные системы, здравоохранение. Большинство выпускников 11 классов планируют поступать в образовательные организации высшего образования за пределами Республики Коми. А вот девятиклассники планируют продолжить свое профессиональное образование в образовательных организациях нашей республики. В рейтинге наиболее важных мотивов в выборе профессий, которыми руководствуются наши выпускники, являются на первом месте высокая заработная плата, на втором месте интересное содержание работы. И далее уже в рамках рейтингирования, конечно же, и карьерный рост. Обращаем внимание, что впервые появляется важный мотив для наших выпускников – это желание приносить пользу обществу. Данный мотив зафиксирован уже у 30% наших выпускников. В прошлом году только у 10%. На вопрос, что повлияло на выбор будущей профессии, наши выпускники отвечали, что это их личный выбор, это на первом месте. На втором месте, что с выбором профессии им помогали родители, родственники. И на третьем месте представители образовательных организаций. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что сегодня большая потребность у наших выпускников понимать, что представляет собой будущая профессия. Поэтому наши выпускники отмечают, что их очень интересует, им важно встречаться с представителями профессии. Хотелось бы поучаствовать, как они отмечают, в индивидуальных консультациях и даже в мастер-классах, побывать на предприятиях. Уважаемые коллеги, вот именно благодаря таким направлениям мы сегодня и понимаем, что наши выпускники имеют возможность через вас, уважаемые коллеги, выстроить взаимоотношения не только с образовательными организациями, но и со своими будущими работодателями. Поэтому, уважаемые коллеги, именно сегодня мы с вами будем рассматривать вопросы условия и порядка поступления выпускников в различные организации. С нами сегодня работает Железцова Вера Борисовна, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Коми, Нихаева Екатерина Владимировна, старший инспектор по кадровой работе Главного управления МЧС России по Республике Коми, Гафарова Лариса Николаевна, заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Рябова Ольга Вячеславовна, карьерный консультант Центра занятости города Сыктывкар, Елена Витальевна Дворникова, начальник управления информатизации Центра информационных технологий Республики Коми. Уважаемые коллеги, нам очень важно, что именно благодаря нашему семинару и вы, уважаемые коллеги, и наши обучающиеся,
смогут установить профессиональные контакты и выстроить уровень взаимоотношений, который позволит развивать профориентацию на новом уровне коммуникации. Уважаемые коллеги, мы начинаем работать, и у нас первое выступление. Я передаю слово нашему модератору, у Анжелики Васильевны Волковой, которая сегодня будет работать с нашими экспертами, работодателями и будет уже работать и с нашими участниками. Уважаемые коллеги, Конгресс Республиканский институт развития образования желает вам профессионально, удачно сегодня выстроить систему взаимодействия на нашем семинаре и, конечно, в дальнейшем применить данные практики уже на уровне каждой образовательной организации. Уважаемые коллеги, Анжелика Васильевна, вам слово. Коллеги, у нас изменения. Наверное, здесь. Да, я передаю слово Анжелике Васильевне, и далее мы уже будем работать с нашими спикерами. Так, Анжелика Васильевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашем республиканском семинаре. И первым я даю слово для приветствия Ладанову Павлу Владимировичу, начальнику отдела профессионального образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. От лица Министерства образования, я прошу прощения, честно говоря, я немножко опоздал, да, я думал, что 14:15 сначала, но тем не менее, от лица Министерства я с удовольствием приветствую всех на столь важном мероприятии. Важно оно еще и не только потому, что сейчас у нас очень, скажем так, жаркая пора для поступающих наших абитуриентов. И то, что мы ждем, что у нас максимально ребята поступят по тем, скажем так, профессиям и специальностям среднего и высшего профессионального образования, по которым они желают поступить, скажем так, все эти наши надежды и чаяния сбудутся. А что касается продуктивности сегодняшнего семинара, я хочу пожелать, чтобы мы с вами все были активные, чтобы не только наша сторона, которая от лица работодателей, да, органов власти и так далее озвучивает вам достаточно полезную и интересную информацию, но чтобы и вы задавали вопросы, чтобы нам понять, что вас волнует на сегодняшний день, какие сложности, трудности, потому что наша с вами задача как раз урегулировать эти трудности и максимально правильную и объективную информацию донести до каждого подростка, выпускника 9 и 11 класса. Ну, понятно, что сейчас они закончили 8 и 10 классы, но в перспективе они станут все 9 и 11-классниками. Если позволите, то после приветствия я потом по ходу семинара тоже дам небольшие комментарии, потому что есть такая потребность. И с удовольствием также отвечу на все ваши вопросы. А всем нам продуктивной работы и, как говорится, рады видеть наши уже знакомые лица, представители Министерства внутренних дел, МЧС России, Центра информационных технологий. Всем хорошей работы. Спасибо. Спасибо, Павел Владимирович. Ну, как уже сказала Галина Владимировна, сегодня у нас присутствуют вот в качестве экспертов работодатели, что очень радует, потому что именно они могут рассказать о тех профессиях, которые нужны в их отраслях, ну и рассказать, в каких учебных заведениях могут обучаться наши выпускники. Ну и самое главное, например, это то, что семинар наш проходит в июне. То есть вы, как педагоги, можете уже вооружиться знаниями, получить нужную информацию и начинать работу с 1 сентября. А сейчас слово я предоставляю. У нас немножечко изменения произошли. Значит, Вера Борисовна нас покинула. И я предоставляю слово Пыстину Александру Васильевичу, старшему инспектору по особым поручениям отдела профессиональной подготовки Министерства внутренних дел Республики Коми. Всем добрый день.
Я бы хотел начать свое выступление с актуальной темы поступления девятиклассников. Сейчас, еще даже в этом году, они могут поступить у нас совместно с Ухтинским государственным техническим университетом и МВД по Республике Коми. Мы проводим целевой набор на обучение девятиклассников на специальность правоохранительная деятельность. Это у нас среднее профессиональное образование, срок обучения 3 года 6 месяцев. Заявление необходимо подать до 1 июля для того, чтобы наши будущие студенты успели пройти военно-врачебную комиссию, а также зачет по физической подготовке. Что включает обучение по специальности правоохранительная деятельность? На выходе выпускники получают квалификацию юрист и, соответственно, могут пойти на службу в органы внутренних дел. Единственное, что тут нюанс, ребятам придется пройти срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации, ну а девочки, которые закончат, они сразу же могут попасть к нам на службу. Так, вступительные испытания, значит, будут проходить следующим образом. Поступление происходит по среднему баллу аттестата плюс зачет по физической подготовке на оценку или удовлетворительно, или неудовлетворительно. Вступительные испытания будут проходить 10-13 августа в Ухтинском университете. Значит, какие условия? Успешное прохождение военно-врачебной комиссии, отсутствие компрометирующих материалов на студентов, абитуриентов, успешная сдача зачета по физической подготовке, ну и прохождение конкурса среднего балла аттестата. По окончании обучения наши выпускники, наши в смысле выпускники Ухтинского университета, должны будут 3 года отработать в органах внутренних дел, куда мы их с распростертыми объятиями возьмем, конечно. Так, одно из преимуществ обучения на данной специальности – это проживание в общежитии. Сумма, по-моему, около 2500 рублей в год. Так, вторая часть моего выступления – это тот основной род моей деятельности – это поступление в образовательные организации МВД России. В нашей образовательной организации можно поступить только после окончания 11 классов. Вступительные испытания похожи вот на те, которые я сейчас озвучил, но остановлюсь на них более подробно, потому что там более высокие требования и так далее. Срок подачи документов не позднее 1 апреля, если на следующий год, то 2021 года. Срок обучения 5 лет. Вступительные испытания состоят из 4 дисциплин. Это ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Есть специальности, куда вместо обществознания еще нужно будет ЕГЭ по профилирующей математике. Дополнительно студенты, которые прибывают уже непосредственно в университет, вот с теми экзаменами ЕГЭ, результатами ЕГЭ, которые я назвал, они еще будут сдавать опять еще один русский язык и вступительное испытание по физической подготовке, которое включает в себя для абитуриентов мужского пола это кросс, 1 километр 100-метровка и подтягивание на перекладине. Для абитуриентов женского пола бег 100 метров, кросс 1000 метров и силовое комплексное упражнение. Кандидаты на обучение проходят специальные проверки на компрометирующих материалов их самих и их близких родственников, проходят военно-врачебную комиссию, тестирование у психологов и прохождение полиграфа. Соответственно, если все в порядке, то до 15 июня года поступления документы направляются в образовательные организации, и в июле обычно происходит сама вступительная кампания, то есть абитуриенты едут в те образовательные организации, которые они выбрали. Перечень достаточно широкий. Основные наши вузы – это Санкт-Петербургский университет МВД России, Нижегородская академия МВД России, Московский университет МВД России, Орловский юридический институт, Волгоградская академия, Белгородский юридический институт. Ну, если кому интересно, это все можно найти на сайте МВД России или МВД Республики Коми.
Так, с гражданами, которые поступают в образовательные организации, заключается контракт, который предполагает прохождение службы в МВД по Республике Коми по окончании вуза не менее 5 лет. Выпускники получают различные квалификации. В основном это, конечно же, квалификация юриста, но также это может быть судебный эксперт, экономист, инженер и так далее. Так, ну и социальные гарантии, о которых стоит обязательно упомянуть при беседе с будущими кандидатами, это, конечно, полное государственное обеспечение, начиная от питания, проживания, форменного обмундирования. Ну и, соответственно, на первом курсе сразу же начинается платиться денежное довольствие. Срок обучения входит в стаж службы. Ежегодно курсантам оплачивается проезд к месту проведения отпуска. Ну и, соответственно, гарантированное трудоустройство. И у нас на севере льготная пенсия. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Спасибо, Александр Васильевич. Уважаемые участники, вы можете задавать ваши вопросы в чате. Если Александр Васильевич сегодня не успеет на них ответить, я обязательно после семинара передам, и мы в течение 2 дней ответим на все ваши вопросы. Следующим, спасибо, Александр Васильевич. Следующий, я даю слово Нехаевой Екатерине Владимировне, старшему инспектору по кадровой работе Главного управления МЧС России по Республике Коми. Добрый день, уважаемые коллеги. Наше ведомство представляет также военные образовательные организации. Самые важные и главные из них – это Академия GPS МЧС России, город Москва, Санкт-Петербургский университет GPS МЧС России и Ивановская пожарно-техническая академия GPS МЧС России. Во все эти учебные заведения могут поступать граждане, имеющие среднее общее образование, то есть 11 классов, либо граждане, имеющие среднее профессиональное образование. Также предыдущий коллега рассказал, какие документы нужны для поступления в наши учебные заведения. Мы подаем также заявление до 1 апреля для того, чтобы мы рассмотрели данного кандидата для поступления в наш вуз. Также в период прохождения и рассмотрения документов мы направляем вас на военно-врачебную комиссию, проводим психологическое тестирование и, в-третьих, проводим испытания по физподготовке. Если кандидат проходит все 3 этапа, мы формируем на него личное дело, выбранное вами учебное заведение, и отправляем дело на рассмотрение уже комиссии учебного заведения. Значит, остановимся поподробнее. В каждом учебном заведении есть свои факультеты и свои сроки обучения. Значит, Москва – это только техносферная безопасность, обучение, срок обучения 4 года, бакалавриат. Туда могут поступать девушки и юноши. Дальше, Санкт-Петербургский университет. Здесь разные направления деятельности, разные факультеты, и срок обучения тоже разный. Первое – это также техносферная безопасность, это бакалавриат. Профиль пожарная безопасность. Поступают только юноши. Системный анализ и управление – это также бакалавриат, поступают тоже только юноши. Пожарная безопасность. Факультет – это специалитет, срок обучения 5 лет, поступают только юноши. И также есть факультет правовое обеспечение национальной безопасности и судебная экспертиза. Эти оба факультета специалитеты, и на них могут поступать как юноши, так и девушки. И еще одно большое крупное заведение – Ивановский пожарно-технический пожарно-спасательная академия GPS МЧС России. Туда поступают, к сожалению, только юноши на факультет техносферная безопасность и пожарная безопасность. Это специалитет и бакалавриат. Так, подробнее остановимся по учебные заведения и по каждому факультету, которые принимают ЕГЭ.
Значит, пожарная безопасность, техносферная безопасность, системный анализ управления. Для поступления на данные факультеты нужны ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Специалитеты, такие как правовое обеспечение национальной безопасности, судебная экспертиза, нужны предметы как русский, история и обществознание. На все учебные заведения, естественно, распространяется физическая подготовка, психологическое тестирование и военно-врачебная комиссия. Так. Подробнее остановимся на военно-врачебной комиссии. Военно-врачебная комиссия проходит в 2 этапа. Молодой человек, либо юноша приходит, подает к нам заявление. Мы выдаем ему перечень документов, которые необходимо собрать для формирования личного дела. И также выдаем направление на военно-врачебную комиссию. Первый этап военно-врачебной комиссии нужно пройти всех врачей по месту жительства. Второй этап – вы проходите всех врачей в поликлинике МВД, которая находится в городе Сыктывкаре. И после всей военно-врачебной комиссии и во время нее также вы проходите психологическое тестирование и сдаете физические нормативы. Далее, после того, как вы все это закончили, прошли все результаты положительно, мы формируем личное дело и отправляем на вас спецпроверку. Спецпроверка заключает в себя это информация по месту жительства от участкового, по линии МВД вас проверяют, лишь бы не было никаких приводов, административных правонарушений. Это для сотрудников очень важно. После этого делается заключение, оформляется в личное дело, и ваше личное дело отправляется в выбранное вами учебное заведение. После всего в учебном заведении вы пребываете для сдачи также вступительных экзаменов, начиная с 1 июля. При поступлении в учебное заведение, когда вы туда прибываете, тоже проходите определенный конкурсный отбор. У вас также там будет военно-врачебная комиссия. Также вы будете сдавать физподготовку и психологическое тестирование. На каждом этапе, к сожалению, поступающие могут отсеиваться. То есть вы можете не пройти собеседование по данному какому-нибудь предмету, который будет выбран, либо физподготовку, либо психологическое тестирование, либо военно-врачебную комиссию. Такие ребята возвращаются обратно. А те, кто сдал и положительно показал результаты в учебном заведении, остаются там на еще некоторые, на 2-3 недели, как правило. Их готовят к 1 сентября. То есть им выдается форма, их расселяют по общежитиям, предоставляют место для житья. Но это касается только юношей. Девушкам, к сожалению, в наших учебных заведениях не предоставляют место для проживания, им приходится снимать жилье за свой счет. А молодые люди живут на казарменном положении. Первый год это обязательный, а последующие года можно снимать будет жилье, если будет вам удобно. Нет, так все 4 либо 5 лет вы можете проживать на казарменном положении. Дальше, после сдачи всех экзаменов, расселения, выдачи вам формы, вы на пару дней, на несколько дней прибываете в город Сыктывкар, прощаетесь со своими родственниками, они вас отправляют на целый год на обучение. То есть к 1 сентября, как правило, это, наверное, скорее всего, 29, скорее всего, 30 августа вы прибываете обратно в учебное заведение и готовитесь к торжественному открытию и зачислению вас в ряды курсантов учебного заведения. После обучения 5 или 4 лет вы прибываете в Республику Коми. С вами в этот период заключается контракт сроком на 5 лет. Вы должны будете после учебного заведения отработать по контракту в нашем главном управлении 5 лет. Но не факт, что это будет город Сыктывкар. То есть вас могут после учебного заведения распределить по всей Республике Коми. В зависимости от того,
где будут вакансии на данный момент времени. Также, естественно, в нашем главном управлении есть такие же социальные гарантии, социальное какое-то обеспечение и помощь молодым сотрудникам. Во-первых, вы приходите в звании лейтенанта, вы приходите готовым офицером. То есть у вас также в период обучения полное гособеспечение, то есть вам выплачивается стипендия, ваша учеба входит в стаж выслуги лет для назначения пенсии. Также вы будете 100% трудоустроены после окончания нашего учебного заведения. Все льготы, относящиеся к районам Крайнего Севера, все будут учтены при службе в органах МЧС России. Также вам будет оплачиваться льготный проезд к месту проведения отдыха, какие-то медицинские учреждения нашей Республики Коми. И также засчитываться льготная пенсия год за полтора в стаж, который вы будете нарабатывать. У меня все. Добро пожаловать в наше учебное заведение. Спасибо, Екатерина Владимировна. Следующее слово я предоставляю Гафаровой Ларисе Николаевне, заместителю начальника отдела правового и кадрового обеспечения Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Пожалуйста, Лариса Николаевна. Добрый день всем участникам семинара. Хочется в свою очередь поблагодарить организаторов мероприятия, что представили такую возможность поучаствовать и высказать свои, как говорится, пожелания будущим абитуриентам. И хочется особенно сказать, что в настоящее время в аграрном секторе Республики Коми, вернее, аграрный сектор Республики Коми очень нуждается в квалифицированных кадрах. Несмотря на то, что ОПРОС дает нерадужные прогнозы для нашей отрасли и среди абитуриентов не очень востребовано данное направление, в свою очередь хочу сказать о том, что сейчас в агропромышленном комплексе очень большими, как говорится, тенденциями идет развитие, идет модернизация. Очень много инвестиционных интересных проектов реализуется на предприятиях агропромышленного комплекса. У нас предприятие строится сейчас или модернизируется по последним 5-м и 6-м поколениям, оборудуется роботами современными, внедряются цифровые технологии. Поэтому традиционные профессии, о которых слышали или знают многие школьники, абитуриенты, они уже немножко видоизменились, и их функционал немного, а кардинально даже, можно сказать, меняется, потому что если рассмотреть там 20-летней давности агронома и сейчас нынешнего агронома, это совершенно два разных, как говорится, профессионала, потому что и работа намного интереснее, потому что в связи с тем, что вот внедрение новых цифровых технологий, новых роботов, новых машин, она, с одной стороны, облегчает работу в сельском труде специалистов и в то же время делает ее намного интереснее. Поэтому хотим вот обратить внимание, что сельскохозяйственные профессии сейчас не так, как говорится, страшны, как кажется раньше, в плане того, что это не такой каторжный труд, как был, скажем, там несколько десятилетий назад. Он сейчас очень интересный и очень необходимый вообще в целом, потому что есть разные доктрины, как продовольственной безопасности и многие другие программы. Поэтому Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в свою очередь хочет сказать, что мы в рамках целевой подготовки работаем с ведущими вузами
сельскохозяйственной направленности. Все аграрные вузы, у нас перечень аграрных вузов расположен, есть на сайте Минсельхоза Российской Федерации. Если абитуриента интересует какое-то направление, он может его посмотреть на интересующий вуз, интересующее направление на сайте Минсельхоза и обратиться в министерство. Все телефоны по целевой подготовке у нас расположены на нашем сайте Минсельхоза Республики Коми. Позвонив, мы можем проговорить все детально, но так, чтобы вы имели понимание, алгоритм такой. Вы можете посмотреть на сайте Минсельхоза Республики Коми потребность специалистов, какие специалисты сейчас нуждаются. В свою очередь хочу сказать, что это в первую очередь зоотехники, это ветеринарные врачи, это агрономы, это биотехнологи, специалисты, которые востребованы на предприятиях Прилузского района, Сыктывдинского района, Сысольского района и ряд других районов. Также вы смотрите потребность, смотрите вуз, который интересует популярностью среди наших абитуриентов в последние года очень востребованы. Это Вятская сельскохозяйственная академия, это Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. Очень студенты наши и выпускники его хвалят и качеством подготовки, и бытовыми какими-то условиями. Также среди ветеринарного направления очень популярный Казанский государственная академия ветеринарной медицины имени Баумана. Вот. И вы просто смотрите предприятие, которое нуждается в данном специалисте, связываетесь с руководителем предприятия, номера телефонов там всегда указаны. Если работодатель нуждается в данном, как говорится, работники, он обращается в министерство с ходатайством, и министерство заключает трехсторонний договор о целевой подготовке, что, я думаю, очень интересно для выпускников, потому что, во-первых, во время обучения это есть и преференции, конечно, в свою очередь, и обязанности, преференции в виде социальной поддержки, об этом можно всегда проговорить с работодателем, обсудить, проговорить, какие его больше интересуют, либо какая-то дополнительная доплата к стипендии, либо наем жилья, либо оплата проезда. Все это договаривается в индивидуальном порядке. А также и надо не забывать о обязанностях отработки в течение 3 лет после окончания и получения специальности по данному направлению. Ну, я думаю, что если кого-то интересует подробная информация, вы можете всегда позвонить в министерство, всегда мы доступны, отдел кадров, кадрового правового обеспечения и непосредственно ко мне. Наверное, все. Спасибо большое, Лариса Николаевна. И следующие к нам подключаются представители Центра занятости, и я предоставляю слово Рябовой Ольге Вячеславовне. Следующая. Ольга Вячеславовна, мы вас ждем. Подключитесь, пожалуйста. Ладно. Следующее, тогда я даю слово Дворниковой Елене Витальевне, начальнику управления информатизации Центра информационных технологий. Угу. Так я или Рябова? Дворникова, можно на меня? Вот рядышком. Можно на меня? Александр Николаевич. Угу.
Коллеги, добрый день. У меня несколько, так сказать, двойственная позиция, потому что в программе я заявлена с выступлением про эффективный бизнес, но работаю я и представляю я не совсем бизнес-учреждение. Мы называемся государственное автономное учреждение Центр информационных технологий. То есть мы соединяем в одном лице и бизнес как автономное учреждение, и бюджетные организации как государственная организация. На самом деле мы являемся крупнейшей IT-компанией региона, фактически. Мы обеспечиваем работу 400 органов государственного муниципального управления и их подведомственных учреждений. Ну, плюс еще, как я уже говорила, оказываем услуги на коммерческой основе. Во всех городах республики и в большинстве районов есть представительство нашей организации. В самых крупных системах информационных, которые мы сопровождаем, зарегистрировано больше 6 тысяч участников. То есть мы достаточно серьезная, большая и уже взрослая IT-компания. Соответственно, направлений деятельности у нас очень много. Это начиная с обычной телефонии, это IP-телефония, это предоставление услуг интернет, это сети и сетевое администрирование, внедрение информационных технологий. У нас есть собственный центр обработки данных, то есть у нас масса направлений, по которым мы работаем. Отдельное направление – это работа с госуслугами, с порталом госуслуг. Тут надо сказать, что Республика Коми находится на 12-м месте среди всех регионов Российской Федерации, которые по числу зарегистрированных граждан на портале госуслуг. Это, с одной стороны, наша, и побоюсь сказать, заслуга, с другой стороны, это говорит о том, что информационные технологии, в общем-то, вызывают большой интерес среди граждан нашей республики. У нас есть отдельное управление информационной безопасности, это тоже одно из направлений и образования, и деятельности, и специальных учебных заведений. В принципе, из того, что я сказала, видно, что нам нужны специалисты очень разных направлений. Естественно, нам нужны программисты, естественно, нам нужны системные администраторы, естественно, нам нужны связисты, менеджеры проектов, но на самом деле нам нужны еще и юристы, и экономисты, и то, что называется копирайтерами. В общем-то, очень большой спектр специальностей. Работают у нас, ну, глядя на меня, сложно сказать, но коллектив у нас достаточно молодой. Средний возраст 35-36 лет. Большая часть – это выпускники высших учебных заведений Коми, то есть мы с удовольствием сотрудничаем и с Сыктывкарским университетом, и с Лесным институтом, и с АГТУ. В общем-то, сейчас, если смотреть на перспективу, то появляется то, что называется новыми компетенциями. То, что я перечислила, это тот список специальностей, которые уже давно существуют. Сейчас растет потребность в людях, скажем так, междисциплинарных компетенций. То есть нам очень нужны, например, аналитики отраслевые, то есть люди, которые, с одной стороны, понимают то, что происходит в отрасли, ну, например, в строительстве, там, в сельском хозяйстве, как говорил предыдущий коллега, или в образовании, как мы все с вами, и, с другой стороны, понимающий, как эти особенности можно переложить в цифру, как это все перевести в цифровой формат, в информационное поле. Нам нужны специалисты по анализу данных, те самые специалисты по биг-дате, про которых сейчас все говорят. Это звучит красиво, а на самом деле это очень интересная работа сродни, скажем так, ну, я бы сказала, некоторому следствию, потому что это работа с объемами данных, в которых надо найти закономерности, их выяснить, понять, как и что, на что влияет. Достаточно большой объем работы. Значит, еще раз, в принципе, мы свои вакансии публикуем на сайте ЦИТа постоянно. Текучесть у нас небольшая, но набор мы ведем, в общем-то, ну, буквально постоянно. Общая численность коллектива порядка свыше 300 человек.
как я уже говорила, народ в основном молодой. В связи с этим у нас достаточно большой пакет социальный, ну как, мы государственное учреждение, как я уже говорила, то есть мы работаем полностью по Трудовому кодексу. Плюс у нас есть возможность включать за счет наших внебюджетных фондов дополнительную, так сказать, поддержку для сотрудников. Например, у нас выплачивается материальная помощь там, в некоторых случаях для людей, уезжающих в отпуск. У нас на постоянной основе поддерживаются спортивные активности наших сотрудников, потому что, повторюсь, все молодые, и поэтому дирекция доплачивает за аренду спортивных залов, за аренду дорожки в бассейне. То есть такие вещи у нас очень, так сказать, поддерживаются. Что касается образования, повторюсь, мы с прошлого года рассматриваем не только выпускников с высшим образованием, но и с средним специальным образованием. Мы практически пытались создать, не совсем пока документально получается, создать кафедру производственную в СГУ, но наши специалисты постоянно читают там лекции. То есть у нас достаточно хорошие связи с высшими учебными заведениями и с рядом средних учебных заведений в Сыктывкаре. Мы регулярно выходим в школы с уроками цифры, с семинарами по информационной безопасности. В принципе, мы достаточно открытые организации, готовы, сказать, сотрудничать по любым вопросам профориентации, проводить, если хотите, там, открытые уроки, проводить экскурсии к себе, но это надо просто оговаривать, потому что помещения не такие большие, а техника безопасности, информационной безопасности у нас все-таки присутствует. Поэтому, в принципе, любые, так сказать, активности со стороны учебных заведений мы рассматриваем и чаще всего как-то на них реагируем, но не то чтобы чаще, мы постоянно находимся на связи с какими-то учебными заведениями, в частности, по проведению учебной практики, по проведению всевозможных конкурсов. В общем-то, пожалуй, мы сейчас достаточно серьезно рассматриваем вопросы о подготовке кадров для себя. Из студентов и начиная со школьников. Поэтому я полагаю, что мы и средние и школы, скажем так, представляем сейчас друг для друга взаимный интерес. И вообще-то у нас интересно, так что давайте мы расскажем чуть больше про себя, а вы у нас чуть больше спросите про нас. Тогда нам будет, наверное, интересно всем. У меня все. Спасибо большое, Елена Витальевна, за столь полезную информацию. Ага. Пожалуйста. Ага. Сейчас я предоставляю слово Павлу Владимировичу Ладанову, начальнику отдела профессионального образования и воспитания Министерства образования и науки, молодежной политики Республики Коми. Коллеги, здравствуйте еще раз. Честно скажу, немножко непривычно, когда ты видишь столько присутствующих в небольшой аудитории. А давайте договоримся. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы мы понимали, сколько сейчас по ту сторону экрана, находясь на своих рабочих местах, либо у себя дома, слышат нас. Чтобы понимать, что, как говорится, мы не сами с собой разговариваем. Замечательно. Коллеги, я призываю вас все-таки быть активными. По максимуму сейчас выдам вам, расскажу информацию, которая на сегодняшний день в стенах Министерства образования, скажем так, сотворена в части профессионального образования. И если у вас возникнут вопросы на понимание, уточнение, то в режиме реального времени предлагаю тут же задавать. Я постараюсь быть максимально кратким. Коллеги, для информации, у нас в Республике Коми по-прежнему, как и было ранее, 34 образовательные организации реализуют программы среднего профессионального образования, и 4 организации, расположенные в Республике Коми, реализуют программы высшего образования. Значит, очень подробная информация есть на сайте Коми Республиканского института развития образования в разделе «Справочник абитуриента». Всех школьников и уже теперь выпускников мы призываем, чтобы вы в том числе выступали посредниками в этой информации о том, что существует такой справочник абитуриента. Его найти достаточно просто. В любом поисковике, просто запросив справочник абитуриента, он тут же предлагает именно к этой интернет-страничке.
А теперь, что касается профнамерений наших школьников. В этом году мы провели профессиональное намерение среди выпускников 9 классов на предмет их дальнейших вообще, скажем так, профессиональных судеб. Так вот, из 9109 выпускников, которые в этом году у нас выпускаются из 9 классов, у нас меньше уже, коллеги подчеркивают, тренд смещается. Если раньше свыше 50% выпускников 9 классов продолжали обучение в 10 классе с тем, чтобы потом продолжить обучение в высших образовательных учреждениях, то теперь 45% намерены продолжить обучение в 10 классе, а уже как раз свыше 54% собираются поступать в учреждения среднего профессионального образования. И это нас не может не радовать. Почему? Потому что на сегодняшний день рынок труда, как в Республике Коми, так и в России в целом, он больше заточен, я имею в виду с точки зрения потребностей, заточен под рабочие профессии и специальности, требующие среднего профобразования. Это даже на сегодняшний день подчеркивается и уровнем заработной платы. Коллеги, буду откровенен. Выпускник среднего профессионального образовательного учреждения сегодня, стартуя уже в профессиональном своем смысле, получает стартовую зарплату больше, чем это, значит, выпускник какого-либо высшего учебного заведения. Это и к тому, что вы ориентировали детей в том числе. Особенно если мы говорим про гуманитарное направление подготовки вузов, то зарплата там стоит уже несколько лет. Она просто-напросто не растет. В то же время, если ты получил профессию сварщика и получил соответствующий уровень квалификации, то тебе уже сегодня работодатели готовы предлагать от 45-50 тысяч рублей. Вот на это тоже надо обращать внимание, поэтому здесь нас не может не радовать наша с вами совместная работа, в том плане, что ребята выбирают в плане профессиональной ориентации именно рабочие профессии и специальности. Если говорить конкретно про СПО, остановиться на пару минут, да, то основной, значит, такой пул профессий, которые выбирают ребята, которые хотят поступить в систему СПО, это на первом месте стоит автомеханики, на втором компьютерные системы, комплексы и информационные системы. Это вот то, как раз о чем говорил предыдущий оратор, да, что они заинтересованы, да, наш крупная IT-компания Центр информационных технологий заинтересованы уже в специалистах и на уровне среднего профессионального образования, вплоть до того, что сопровождать, да, таких умненьких ребят. И мы надеемся, что Центр информационных технологий дозреет в скором времени и до момента заключения договоров о целевом обучении, который обязывает обе стороны, и будущего работодателя, и студента, к трудоустройству на срок не менее 3 лет. Вот, поэтому это не может не радовать. Ну и дальше уже традиционная профессия – это сестринское дело, это наша нефтянка, поскольку республика имеет свою специфику в экономике. Это дошкольное образование, преподавание в начальных классах, электромонтер, парикмахер, экономика, и замыкает так называемый топ профессии – это лечебное дело. На что хотелось бы обратить внимание, что, к сожалению, то количество бюджетных мест, которые Республика Коми в системе СПО может предложить для поступления по этим профессиям, оно в разы меньше, чем то количество ребят, которые хотелось бы обучаться по этим профессиям. И здесь я бы хотел заострить внимание на следующем и попросить бы вас, чтобы вы потом и ребятам, и их родителям тоже правильно доносили информацию. Дело в том, что все бюджетные места, как в вузы, так и в систему СПО, рассчитываются, исходя из прогноза кадровой потребности. То есть если вот, например, ребята, выпускники этого 2020 года, 745 человек хотят получить профессию автомеханика. В то же время работодатели, расположенные на территории Республики Коми, заявили, что им через вот эти 3,5-4 года, это к моменту, когда сегодняшний выпускник школы и поступивший в систему СПО закончит и получит эту профессию, то вот через эти 3-4 года республике необходимо лишь 445 рабочих рук с профессией автомеханика.
Соответственно, у нас как будто бы за бортом почти свыше 300 ребят остаются как бы невостребованными. То есть они не смогут на бюджетной основе получить такую профессию в Республике Коми. Поэтому наша с вами задача своевременно их переориентировать на другие профессии. Почему? Потому что если бы мы только опирались на данные намерения самих ребят, то у нас произошел бы давным-давно уже дисбаланс рынка труда. У нас мы выпускали по 700-800 автомехаников, а они потом просто не смогли бы трудоустраиваться, потому что экономике региона работодателям такого количества и не надо. В то же время у нас есть профессии, которые на сегодняшний день система СПО предлагает, но ребята абсолютно не, скажем так, заостряют внимание на данных профессиях. Нас очень сильно удивляет тот факт, что среди профнамерений выпускники 9 классов абсолютно не выбирают связанные со строительной отраслью. На сегодняшний день мастер общестроительных работ, управление в системе жилищно-коммунального хозяйства – это востребованные для работодателей республики профессии. А в то же время абитуриенты наши, школьники вчерашние, они не ориентированы на этот вид профессиональной деятельности. Поэтому здесь у нас некие такие перекосы, на что бы я тоже вас хотел обратить внимание. Что касается системы высшего образования, у меня для вас тоже очень приятная новость. Скажем так, поручение президента, которое было озвучено в его послании в январе месяце этого года, оно в отношении Республики Коми выполняется. У нас по сравнению с прошлым учебным годом значительный прирост общего количества бюджетных мест, которые выделено для вузов, расположенных в Республике Коми. Плюс значительно произошел у Сыктывкарского лесного института по инженерным профессиям, а это востребованные профессии. Поэтому мы призываем тоже ребят ориентировать и к сайту, и разделу абитуриент Сыктывкарского лесного института. У нас плюс произошел по Сыктывкарскому государственному университету также. В основном по направлению подготовки, связанные, поскольку у нас СГУ опорный вуз с точки зрения гуманитарной подготовки, плюс произошел по медицинским направлениям, да, и по педагогическим направлениям. Небольшой плюс, кстати, произошел и по IT-сфере, но он незначительный. Нам бы хотелось, чтобы он все-таки был больше, особенно что касается информбезопасности и так далее. Мы тоже как бы за это постоянно ратуем, но, к сожалению, пока работодатели не могут нам подтвердить теми цифрами, что они действительно испытывают вот именно такое количество потребностей. И еще один момент, на котором я хотел заострить ваше внимание. Коллеги, напоминаю, что у нас с 1 января 2019 года уже отменено понятие целевого приема, а осталось только понятие целевого обучения, которое подразумевает, это как и для системы СПО актуально, так и для системы высшего образования, которое подразумевает поступление на условиях договора о целевом обучении. Так вот, очень часто и к нам в министерстве, наверняка и в другие отраслевые ведомства тоже приходят запросы, и в том числе даже звонки поступают от самих абитуриентов, от родителей. А где же взять того работодателя, который готов со мной заключить договор о целевом обучении? Потому что обращаю внимание, что если раньше договор о целевом обучении мог заключать орган власти, то теперь этого категорически делать нельзя по одной простой причине, что орган власти не может выступать в роли работодателя и выполнить обязанности, связанные с трудоустройством выпускника колледжа или вуза ли. Так вот, что касается, где же взять того работодателя, мне на сегодняшний день видится только такой самый эффективный. Это один рецепт. Это обратиться в центр занятости того муниципального образования, где ребенок после окончания обучения планирует продолжить свою, скажем так, уже трудовую деятельность. Потому что именно эти структуры у нас обладают сведениями о наличии вакансий, которые заявляют работодатели. То есть если работодатель, допустим, ООО, Вымпелком, условно говоря, да, заявляет, что ему нужен специалист-айтишник, то почему бы не уточнить у этого Вымпелкома, а не готов ли он сопровождать индивидуально конкретного. Вот у меня такой умный ребенок, вот 100% он вам будет полезен и пригодится, и, скажем так, сопровождать его и заключить такой договор о целевом обучении. Но мы с вами должны понимать, что обе стороны, законодательство поменялось коренным образом. Обе стороны теперь обязаны исполнить ряд обязательств.
они ключевые по договору с МЧС. В случае их неисполнения придется возмещать все затраты, понесенные из федерального либо из республиканского бюджета, понесенные на обучение студента в течение всего периода его обучения. А обязательства простые. Это со стороны работодателя. Ключевые обязательства – это трудоустройство на срок не менее 3 года. И в течение периода обучения предусмотреть даже минимальные меры материальной поддержки, либо какая-нибудь разовая выплата в течение года, либо оплата проезда к месту проведения практики и так далее. И почему практик? Потому что третье обязательство – все виды практик, которые будет проходить в период обучения этот студент, он обязан будет проходить именно у этого работодателя. А обязанность студента и потом уже выпускника – это, конечно же, трудоустройство, то есть прийти на работу к тому работодателю, с которым заключен договор о целевом обучении, но и учиться как минимум на тот уровень, чтобы не быть отчисленным за неуспеваемость академическую. Это как минимум. А как максимум, конечно, ему надо доказывать все его возможности перед его будущим работодателем. К сожалению, я вынужден признать, что у нас в республике этот механизм обучения по именно договорам о целевом обучении идет со скрипом. У нас на сегодняшний день всего лишь, если говорить про систему СПО, 325 таких договоров заключено, а у нас свыше 15 тысяч студентов обучается. Но мы надеемся, что в ближайшей перспективе все-таки посредством информационного поля, расширения убеждений и так далее, потому что сегодня это самый эффективный инструмент и гарантия того, что ты завтра будешь востребован как специалист. Тебе не надо будет прилагать усилий, чтобы убеждать: возьмите меня на работу, потому что я такой классный. Поэтому, причем обращаем внимание, что договор о целевом обучении можно заключить на любом этапе. Как на этапе поступления, так и в период всего обучения, вплоть до, будучи еще уже студентом выпускного курса. Поэтому, когда даже сами студенты будут посещать различные практики, они уже могут закидывать удочку и как бы предлагать тому работодателю, в котором заинтересованы, что вот, типа, например, заключите договор со мной, почему бы нет. Вот это что касается общих таких цифр. А теперь, что касается, вот хотел бы сказать, какие еще профессии, которые востребованы в республике, но почему-то ребята не выбирают их, не рассматривают в качестве возможного для своей профессиональной, скажем так, карьеры. Это, на удивление, коллеги, все, что связано с лесозаготовкой. Технология лесозаготовок, лесопереработка и так далее. У нас всего, не всего, у нас из 9 тысяч ребят, выпускников, вообще никто не рассматривает эту профессию в этой отрасли. Хотя мы, уважаемые коллеги, живем в лесной республике Коми. И лесная отрасль – одна из ключевых отраслей, которая востребована и получает дальнейшее свое развитие. И уж точно в ближайшие несколько десятилетий не будет, как говорится, чахнуть, а там всегда будет конкретная стабильность. Но, тем не менее, у нас, к сожалению, здесь нули. Есть профессии, которые выбирают ребята, и которые у нас в Республике Коми не представлены. Это вот уважаемые коллеги, которые выступали до меня. Да, это вот связано с системой МЧС и системой природоохранной деятельности. К сожалению, да, у нас, поскольку это потребность достаточно невысокая, всего, вот, например, 20 ребят хотели бы, да, получить такую профессию, естественно, в Республике Коми пока такие направления подготовки не открываются, да и потому что еще и у работодателей такая потребность тоже отсутствует. Вот. И все, что еще касается дорожно-строительных работ, тоже потребность нулевая среди ребят, я имею в виду, а предложения в системе СПО, и, кстати, такие же предложения в системе высшего образования, это тот же Ухтинский государственный технический университет и Сыктывкарский лесной институт, тоже они присутствуют. Поэтому вот призываю все-таки обратить внимание на ключевые отрасли Республики Коми, которые почему-то не вызывают интереса у наших ребят. Это строительная отрасль, лесная отрасль и дорожная отрасль. Да? Вот это вот такие вещи, которые, приходится нам с вами уговаривать ребят и говорить, что там тоже достаточно интересно и перспективно в плане как бы карьерных каких-то моментов и так далее. Коллеги, у меня из общей информации все. Если есть вопросы, с удовольствием на них ответим.
Спасибо большое, Павел Владимирович. И я хочу напомнить вот представителям управления образования, педагогам, которые сейчас находятся, у нас в этом году запланировано 4 семинара. Первый у нас прошел в марте, он был очным, мы собирались здесь. Из-за пандемии сейчас мы находимся вот так вот в онлайн-режиме. Следующий семинар у нас будет в сентябре месяце. Однако у вас в августе месяце будут запланированы августовские конференции. Все, что вы здесь сегодня услышали, услышите. Я прошу, чтобы все это было рассмотрено на августовских конференциях, и работа начиналась именно с 1 сентября. То есть по осознанному выбору учебных предметов, которые будут необходимы ученику в будущем для поступления в вуз или СУЗ. Ну и, соответственно, работу с родителями, потому что она должна быть общей. Ну и следующий... Рябовой. Ага. Я даю слово, все-таки центр занятости у нас подключается. Пожалуйста, Ольга Вячеславовна, вам слово. Добрый день, спасибо. Я хотела бы осветить такую тему, как выбор профессии. Не получается что-то. Это действительно очень сложный, ответственный, важный выбор. И от этого выбора, в принципе, будет зависеть, не побоюсь этих слов, судьба человека. Да? С кем он общается, с кем взаимодействует, круг общения. Все зависит от этого выбора. И подойти к нему нужно очень взвешенно, рационально, обдуманно. И в чем проблемы возникают у детей, на мой взгляд, при вот этом выборе? Мы отмечаем в сегодняшнее время, что вот вопрос самоопределения он должен встает перед ребятами очень рано. Если раньше мы Ольга Вячеславовна, вас не слышно, прерывается связь. Алло, вы меня слышите? Меня слышно? Мы пробовали, вроде все хорошо было. Ольга Вячеславовна, попробуйте выйти в эфир еще раз. Вопросов нет. Если будут, тогда потом пришлю. Я думаю, что в сентябре, когда, если все будет хорошо, очень уже по-другому будем. Ага, ладно, тогда давайте мы предоставим слово. Ольга Вячеславовна пытается у нас подключиться. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Нет, не слышу. Я здесь. Мы вас видим и слышим. Ольга Вячеславовна, мы вас видим и слышим. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Я могу говорить? Да, вас слышно. Вас слышно. Еще разик. Чтобы правильно подойти осознанно к выбору профессии, молодой человек, девушка должны ориентироваться на основные моменты при выборе профессии. Это так называемые слагаемые выборы профессии. Во-первых, нужно задать себе вопрос, что мне интересно, что меня привлекает, что меня увлекает. То есть обратиться именно к той профессии, которая вам интересна по содержанию труда, а не по какому-то названию, шаблону, так скажем. Да? Для этого существуют специальные тесты профориентационные. Бывает так, что иногда дети прямо с малых лет... Ольга Вячеславовна, что-то происходит у вас с технической стороны. Давайте мы пока дадим слово Кривошапкиной Светлане Владимировне, начальнику Центра управления проектами Академии государственной службы и управления, а потом попробуем подключиться. Пожалуйста, Светлана Владимировна. В данном случае мы помогаем таким молодым людям при помощи диагностического инструментария. В нашем арсенале такие инструменты имеются, и мы с удовольствием помогаем подросткам в этом. Добрый день.
Считается, что вас если слышно. человек получает профессию, которая ему интересна по содержанию труда, презентацию. меня слышно? Уважаемые коллеги, еще раз то он и будет успешен в этой сфере. Если же он идет на ту профессию, которая ему не интересна, и он ходит только потому, что надо, естественно, ни карьера не будет у человека складываться, и удовлетворение человек не будет получать, и профессия ему будет, в принципе, в пытку. Второй момент, на который нужно обязательно обращать внимание, это на способности ребенка. Не секрет, если я скажу, что способности даны от природы, генетикой заложено от мамы, от папы, и, в принципе, изменить эти способности, как бы человек ни старался, сколько бы он усилий не прилагал, бывает достаточно сложно. Поэтому нужно выбрать ту профессию, которая бы лучше всего получалась у ребенка. Да? То есть те способности, определить те способности, какие... Был признан одним из лучших профориентационных практик, да, которые в последующем мы подавали на различные гранты, и вот фонд президентских грантов, непосредственно нашу практику профориентационную, тот проект, который мы запустили в Республике Коми с начала этого года, вот именно об этой практике я сегодня хотела бы рассказать и именно пригласить для сотрудничества именно по данному проекту, проект Профессариум. Что это за проект, что он в себе несет, какие преимущества здесь сегодня могут отметить для себя специалисты в области профориентации, да, какие сегодня преимущества есть для муниципальных образований, для непосредственно самих ребят. Вот об этих нюансах я, конечно, хотела бы сегодня проговорить и отметить. Для тех специалистов, да, специалистов по профориентации, которые сегодня непосредственно занимаются этой деятельностью, конечно, возникают некоторые трудности при работе с 9, 10, 11 классами. Если еще вчера мы говорили о том, что профориентация – это ответы на такие вопросы, как куда пойти учиться, да, какую профессию выбрать и кем в дальнейшем стать, то сегодня профориентация имеет абсолютно иное уж значение. Почему? Потому что сегодня профориентация – это прежде всего взращивание личности в современном обществе. Это адаптация личности к трендам, тем профессиональным трендам, которые сегодня периодически меняются на рынке труда. Это, безусловно, умение лавировать в тех условиях экономических, социально-экономических, которые динамично меняются в нашем мире. И, конечно, это уже сегодня умение соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к специалистам будущего. Поэтому профориентация на сегодняшний день, она должна, конечно, носить более уже комплексный характер, она должна учитывать уже иные факторы, да, которые раньше мы не совсем, возможно, принимали в расчет. И такие моменты мы сегодня ставим в акцент, когда говорим о профориентации, когда вообще работаем в этом направлении. И, безусловно, вот... Есть такой мультик, я думаю, многие сотрудники, которые работают именно в области профориентации, этот мультик видели, Маша Медведь, да, это целый такой альма-матер, как нельзя выбирать профессию, и именно он сегодня, безусловно, показывает те временные помехи, которые влияют на процесс выбора профессии. И, конечно, это информационный вакуум, в котором находятся порой ребята. Почему? Потому что они не знают о возможностях, они не знают, какие направления подготовки сегодня вообще есть в России, какие специальности есть в России. Они не всегда обладают той информацией, которая могла бы им помочь при выборе профессии. И это, конечно, обуславливает информационный вакуум, в котором находится личность. Это отсутствие системы наставничества, да, в каком плане. Сегодня очень сложно молодому специалисту или будущему абитуриенту выстроить себе индивидуальную траекторию профессионального становления. И, к сожалению, это тоже имеет сегодня место быть, но наличие наставника в жизни будущего специалиста – это достаточно очень важный вопрос, и к нему мы сейчас позже тоже вернемся. Локальность профориентационной работы. Это больше сегодня определено чем? Что те тесты, которые ребята, к примеру, профориентационные проходят в рамках школы, да, они дальше не выводят их на непрерывное образование, на систему непрерывного образования, на их карьерные возможности, на карту абитуриента и на карту карьерную. Поэтому вот отсутствие этой системы, оно опять же сегодня влияет на выбор той профессии, которая сегодня стоит перед школьниками 10, 9, 11 классов. Ну и, конечно, недостаточная ресурсная база доступных профориентационных методик. Именно тех методик, которые могли бы построить индивидуальную траекторию профессионального становления личности. Ну и, конечно, здесь очень много иных факторов, которые можно обсуждать, да, и есть факторы личностные, которые влияют на выбор, на тот или иной выбор
профессии. Это предметная ориентация, когда ребенок выбирает профессию, исходя из тех предметов, которые лучше всего получаются у него в школе. Это, конечно, желание оправдать ожидания родителей или выбор профессии под давлением родителей. Это незнание собственной мотивации, да, и вначале вот как раз-таки была статистика сегодня освещена, да, по каким причинам школьники выбирают свою будущую профессию, да, из заработной платы, из возможности больше зарабатывать, но далеко не каждого сегодня можно мотивировать именно зарплатой и денежной вообще мотивацией. Это, конечно, идеалы, это престижность, это востребованность, но это тоже очень такой смутный фактор, который влияет на выбор профессии. Почему? Потому что какая бы профессия, к примеру, адвокат сегодня не была бы популярная, если у меня к этому нет предпосылок, нет личностных компетенций, то, естественно, я не смогу быть эффективным адвокатом и, конечно, не смогу зарабатывать столько, сколько я бы хотел. Поэтому вот так, это тоже из одной ошибок, которую сегодня совершают школьники. Конечно, имеет место быть сегодня за компанию, выбор профессии за компанию, да, когда я нахожусь в состоянии растерянности, когда я не могу принять решение, в какую сферу деятельности мне уйти, конечно, я ориентируюсь на более успешных своих одноклассников и делаю выбор такой, какой делают они. Выбор профессии, исходя из состояния здоровья, да, это тоже имеет место быть. Это выбор профессии методом исключения тех, которые якобы устарели, да, потому что сегодня ребята на своем опыте сегодня больше вот понимают, что ребята не знают профессии будущего, ребята не понимают, какие профессии устаревают и не видят перспектив. Вот. Ну и, конечно, все эти ошибки базируются лишь на одной незнании себя. И вот эти все ошибки у нас сегодня выстроены в порядке рейтинга. Мы проводили опросы среди старшеклассников, которые становятся будущими абитуриентами, среди 9, 10, 11 классов. И именно вот по таким ловушкам ребята, как правило, попадают и выбирают, к сожалению, не те профессии, которые могли бы их максимально раскрыть и в которых они стали бы максимально сегодня полезны. Ну и учитывая все те вот факторы, о которых я сказала выше, да, мы вышли на то, что сегодня в республике необходимо внедрять абсолютно новую профориентационную площадку, комплексную площадку, которая сегодня позволит не только молодежи найти себя, найти свое место в социуме, которая сможет выстроить индивидуальную траекторию своего профессионального и личностного развития, но и ту площадку, которая позволит объединить всех специалистов, которые сегодня работают в сфере профориентации, для того, чтобы выстроить определенный институт наставничества, институт преемственности в Республике Коми. И, конечно, вот такую площадку мы уже запустили с января месяца. В ней сегодня участвуют более 10 муниципальных образований, да, это свыше 200 человек на сегодняшний день. И, конечно, мы сегодня, уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в нашей программе. Это непосредственно курсы повышения квалификации, да, для тех наставников, которые занимаются профориентацией. Ну и, конечно, приглашаем тех ребят, которые сегодня заинтересованы в своем будущем, которые заинтересованы в будущем России, нашего региона. Почему? Потому что тот проект, о котором буду говорить, это проект «Профессариум». И сегодня вот как раз-таки буквально в течение минут я хочу показать именно сердцевину этого проекта, как работает проект, на что он направлен и что сегодня он позволяет делать. Естественно, фундаментом нашего проекта являются валидные, глубинные профориентационные методики, которые позволяют выявить не только скрытые таланты, предрасположенность, эмоциональный фон ребенка, но и, что очень важно, спрогнозировать его поведение в различных жизненных ситуациях, когда мы можем четко понимать и видеть, а какие ситуации будут комфортны и условия, какие будут комфортны для личности, а какие условия будут влиять на деформацию того или иного сотрудника. Поэтому, естественно, такие методики, они сегодня позволяют не только подобрать профессии, как большинство методик сегодня работает, но и подобрать специальности. Специальности с учетом профессиональных стандартов, специальности с учетом перспективного дальнейшего развития того или иного молодого человека в этой профессии. Ну и также подобрать ряд вузов, ряд учебных заведений и, соответственно, составить зону развития. То есть, что в течение всей жизни ему необходимо развивать, какие рекомендации сегодня с точки зрения дополнительного профессионального образования ему будут рекомендованы. Поэтому вот такие методики
у нас запущены уже с 2014 года, они уже опробированы, они имеют свои результаты, поэтому мы сегодня, естественно, приглашаем и сотрудников образовательных организаций на курсы повышения квалификации для того, чтобы вас максимально познакомить с этой методикой и чтобы в дальнейшем вы также могли применять в своей деятельности. Естественно, в рамках нашего профориентационного ландшафта запущены тренинговые программы. Это второй этап. Когда личность понимает свой потенциал, очень важно выработать осознанный подход в выборе своего призвания, в выборе своего будущего. И поэтому есть цикл тренинговых программ, которые направлены на раскрытие своей мотивации, на выработку механизма выбора профессии, на осознанный подход, да, к построению своей карьеры. И поэтому сегодня мы опять же предлагаем специалистам образовательных организаций, да, ознакомиться с данной программой тренинговой. Мы готовы обучать, готовы передавать свои технологии для того, чтобы вы потом абсолютно самостоятельно и автономно могли их применять у себя в образовательных организациях. Да, и, конечно, мы готовы с тренинговыми такими программами приезжать как к вам в образовательные организации для встреч с 9, 10, 11 классами, ну и также проводить образовательный интенсив непосредственно для преподавательского состава. Дальше. Что еще было важно при создании этого проекта? Это семейный клуб. Когда мы работаем еще с родительским составом, да, для того, чтобы порой объяснять, почему именно та траектория, которая рекомендуется их ребенку, она более сегодня актуальна, и она сегодня более для него благоприятна, потому что позволит раскрыть те таланты, которые у него внутри есть. Поэтому об этих техниках мы тоже готовы делиться, готовы рассказывать и готовы передавать вам для работы на местах. Ну и, естественно, сегодня на площадке Академии реализуется цикл профессиональных проб. У нас сегодня свыше 13 профессиональных проб разработанных. Напомню, да, профессиональная проба – это моделирование конкретного вида профессиональной деятельности. Когда ребенок не просто идет на производство, когда идет не просто на какую-либо экскурсию, да, для того, чтобы познакомиться с той или иной видом деятельности, а когда он погружается в эту профессиональную нишу и выполняет одну из тех функций, которые выполняет специалист по той или иной специальности. Поэтому такие профессиональные пробы у нас сегодня тоже реализуются как в стенах Академии, так и мы готовы с этими профессиональными пробами выезжать. И как формировать эти профессиональные пробы мы сегодня тоже готовы обучать специалистов, которые сегодня работают в рамках профориентации. И почему вот, собственно, сегодня мое выступление заявлено в рамках такого замечательного мероприятия, как «Горизонты профессиональной ориентации», да? Потому что самое важное в республике – это, конечно, функционирование института наставничества. Когда на местах будут специалисты, которые смогут владеть, которые смогут передавать те технологии, про которые я сегодня говорю, да, которые смогут стать личным наставником для 11-классника, для 10 класса, да, и для иных классов. И действительно тот институт наставничества, который сможет оказывать преемственность перехода из одного уровня школьника, да, школьник, на статус студент и выше. Поэтому сегодня институт наставничества у нас активно развивается. Сегодня входит более уже 80 наставников, да, в этот институт. Это не только сотрудники образовательных организаций, это, как правило, еще руководители молодежных и общественных объединений, это представители различных организаций бизнес-структур, да, и органов государственной власти в том числе. Почему? Потому что сегодня институт наставничества, конечно, должен быть развит на разных уровнях, да, и иметь разное подспорье. Ну и, конечно, когда работает эта вся система, соответственно, у нас идут такие как процессы, как социализация личности, да, это непосредственно интеграция личности в жизнь региона, когда вместе с наставником личность понимает, какие сегодня профессиональные тренды, какие сегодня есть мотивационные факторы, да, как сегодня строится вообще профессия, карьера в целом. Поэтому это все способствует именно этому этому процессу. Ну и, конечно, происходит профессиональное и личностное развитие будущего специалиста. И, конечно, комплекс таких мероприятий, он позволяет не только ребенку понимать себя, понимать свои профессиональные потребности, понимать свои ожидания, да, то, что я хочу получить от работодателя. Почему многие, даже те, кто выпускаются сегодня с высших учебных заведений, с среднеспециальных
да, организаций не всегда знают, куда они пойдут работать, потому что они не всегда понимают, а что хотели бы они получить от своего будущего работодателя, какие их профессиональные ожидания и какие их профессиональные потребности. Поэтому вот этот фактор, он тоже очень важен в работе, когда мы говорим про профориентацию молодежи. И, конечно же, сегодня мало кто понимает свои ресурсы, инструменты, возможности. Не все сегодня понимают о возможности целевого обучения, да, поэтому мы про это тоже говорим, про это мы тоже этому содействуем. И, конечно, вот в комплексе такой работы, естественно, личность может прийти к уже не просто к профессии, да, а именно к делу своей жизни, которая будет приносить удовольствие, которая будет комфортно, которая не будет вводить в состояние стресса и какой-то деформации, да, профессиональной. Поэтому такие факторы, они сегодня важны при профессиональной ориентации молодежи на любом этапе. Но об этом чуть позже дальше скажу. Ну и итогом нашего проекта мы видим не просто ребенка, да, который метается между интересами, между профессиями, между какие ЕГЭ, ОГЭ выбрать и сдавать, да, когда мы видим действительно гармоничную, сбалансированную личность, у которой есть четкое представление, по какой индивидуальной траектории профессионального становления он будет идти, да, и здесь очень важно заметить, да, не просто профессионального становления, но и личностного становления. Почему? Потому что с каждым годом требования к специалистам будущего, они становятся все жестче. И сегодня говорить о том, что есть определенный набор навыков и компетенций, который должен быть у специалистов будущего, он есть. Это новые грамотности, да, это опять же навыки soft skills, которые сегодня должны быть у любого специалиста, неважно в какой сфере деятельности он будет дальше работать. И, конечно, вот такая траектория уже на этапе 8 класса, она должна быть выстроена. И желательно бы, да, чтобы рядом с той личностью, которая начинает свой путь по индивидуальной траектории, рядом был наставник. Тот человек, который может его потихоньку интегрировать в те процессы региона, которые сегодня максимально были бы для него комфортны и стали бы для него полезными в рамках его развития. И вот чемоданчик у наставника здесь тоже не зря, да, почему? Потому что наставник должен передавать не только знания и навыки, и опыт, да, он сегодня очень важен с точки зрения рекомендаций при построении карьеры, да, он очень важен при адаптации личности к профессиональной нише. Поэтому институт наставничества мы сегодня активно развиваем, и в связи с чем, уважаемые коллеги, я вас активно приглашаю вступить, да, в наш проект Профессариум. Заявки мы уже начинаем принимать с 1 августа от муниципальных образований. Еще раз повторю, сегодня более 10 муниципальных образований уже подключены к проекту Профессариум. С января месяца запущены курсы повышения квалификации для наставников. Это абсолютно все на безвозмездной основе. Да, почему? Потому что проект прошел президентский грант, да, и поэтому сегодня идет софинансирование этого проекта. Поэтому сегодня мы собираем уже заявки и потребности муниципалитетов на следующий учебный год, как для ребят, которые готовы включиться в этот проект и прокачать себя, построить свою индивидуальную траекторию и уже на этапе 8-9 классов работать на нише региона, да, с точки зрения профессиональных навыков. И, конечно, мы приглашаем специалистов по профориентации, да, для повышения, для прокачки, для работы на новые проекты. Почему? Потому что сегодня мы активно разрабатываем проект по профориентации для ребят начальных классов, это с 1 по 4 класс, да, мы именно сейчас делаем ставку на это, поэтому мы готовы сегодня работать с активными педагогами, да, с энтузиастами, с творческими личностями, потому что сегодня вот я абсолютно уверена, что в муниципалитетах очень много талантливых сотрудников, талантливых педагогов, которые горят идеями, которые сегодня имеют определенный опыт, багаж знаний. И, конечно, мы готовы выходить на совместные проекты и продвигать эти проекты дальше. И в заключение, конечно, бы хотела сказать, да, о том, что тема, поскольку моего выступления была заявлена не просто профессиональная ориентация, да, а социальное проектирование. Почему именно социальное проектирование? Потому что сегодня все же акцент, когда мы говорим о профориентации, должен уходить на социализацию, да, на становление личности именно в обществе. Поэтому профориентация, она сегодня непрерывно связана с социальным проектированием. И если действительно работа
с восьмиклассником начинается на этапе там, 8 класса, да, и мы когда говорим о его потенциале, о его возможностях, выстраиваем его индивидуальную траекторию, прорабатываем все его хотелки по поводу профессиональных потребностей, да, ребенок четко для себя уже понимает, а почему он должен пойти именно в этот кружок, или почему он должен посещать именно эти секции. Он четко для себя понимает, почему ему нужно сдавать и готовить биологию на ОГЭ, потому что ему пригодится сейчас для поступления. А почему нужна биология? Потому что я сегодня, к примеру, идеально подхожу там, да, на биотехнические специальности, мне это интересно, я действительно сегодня замотивирована на то, чтобы развивать Россию, чтобы уйти в науку, это моя специальность. И тогда действительно мотивационная нитка, она будет идти уже с 8 класса у школьника. Он будет понимать, осознанно понимать, почему он делает то или иное действие, да, почему ему необходимо вступить в то или иное молодежное общественное объединение. И тогда действительно он будет понимать, что я с 8 класса работаю на ОГЭ биологии для того, чтобы поступить в тот или иной вуз, да, который сегодня по моей индивидуальной траектории рекомендуется. Я понимаю, что я хочу дальше работать у этого работодателя, и для этого мне нужно пройти ряд стажировок, да, и ряд программ дополнительного профессионального образования. И, конечно, я для себя начинаю понимать, что помимо научных достижений я бы хотела еще, конечно, реализовать себя как руководитель. И я сегодня понимаю, что мне нужны еще управленческие навыки. Вот к этому все профориентации подводит, да, к социальному проектированию, к построению своей индивидуальной траектории и к карте карьерной, да, карьерная карта абитуриентов, как ее сегодня называют. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание. Мое выступление немножко сейчас было отличительным, да, от предыдущих выступающих. Я сегодня хочу также поблагодарить все образовательные организации, которые подключились к онлайн-конференции. В 3 часа у нас идет онлайн-конференция с руководством Академии Госслужбы по вопросам поступления, да, в Академию Госслужбы. Но прежде всего мы хотим начать сотрудничество именно по профориентации, по развитию этого ландшафта, да, в регионы. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы этот проект стал самостоятельным в каждом муниципалитете, и инструменты у специалистов по профориентации стало намного больше, да, чтобы возможностей стало больше, и действительно, чтобы работа по профориентации стала непосредственно уже таким связующим звеном между не только школами, вузами, да, органами государственной власти, работодателями, а непосредственно между также своими наставниками, которые работают в этой части. Анжелика Васильевна. Спасибо большое, Светлана Владимировна, за полезную информацию. Я надеюсь, что мы дальше будем сотрудничать. А сейчас я слово предоставляю представителям Сыктывкарского политехнического техникума, Волощук Ларисе Васильевне, директору, и Микулко Виктору Брониславовичу, заведующему учебной и производственной практикой, которые расскажут нам, как организуется работа в их учреждении именно профориентационная и как они сотрудничают с работодателями Республики Коми и города Сыктывкара. Пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите, нас слышно? Да, слышно. Мы вас видим, мы вас слышим, Лариса Васильевна. Очень рада всех приветствовать на таком действительно содержательном и интересном мероприятии, как семинар «Горизонты профессиональной ориентации». Мне бы хотелось немножко рассказать о профориентационной работе и нашем сотрудничестве с работодателями Республики Коми. Основные задачи профориентационной работы – это, конечно же, повышение информированности о направлениях подготовки в нашем техникуме. И, конечно, мы хотим помочь нашим абитуриентам правильно определиться с профессиональной траекторией, чтобы потом была успешность карьеры, чтобы потом не приходилось переучиваться. Основные формы проведения профориентационной работы, конечно, это традиционные формы, но хочется отметить, что в нашем техникуме действительно есть ряд проектов, которые новые для республики и которые осуществляются именно в нашей профессиональной образовательной организации. Это всероссийский проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».
Это технический центр и лагерь с дневным пребыванием для детей профессионалы будущее. Вот такие новые интересные проекты мы, в принципе, реализуем с прошлого года. И сотрудничаем со школами. Надеемся, что формы проведения профориентационной работы будут у нас и новые какие-то. Конечно, продолжим работать и по старым формам. Хотелось бы немножко остановиться на лагере с дневным пребыванием профессионалы будущего. Это действительно очень интересный проект. В прошлом году летом первый раз он стартовал в нашем техникуме. И хочу показать вам небольшой ролик. Посмотрите, коллеги, получается. Лагеря профессионалы будущего, который этим летом впервые открылся на площадке Сыктывкарского политехнического техникума, перешагнула экватор. 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 12 проходят так называемые профессиональные пробы по 6 рабочим специальностям. Об этом в нашем материале. Сильно не нажимаем, потихоньку. Если у тебя начинает сильно ускоряться, выбираем ногу с газом. Снимаем машинку с ручника и потихоньку начинаем движение. И потихоньку, не спеша, аккуратненько. И еще вчера эти мальчишки и девчонки пытались совладать с фенами и плойками. Сегодня познают азы фигурного вождения и сварочного мастерства. Какие виды сварки существуют, что такое краги и как работает сварочный инвентор. Тем, кто предпочел знание улицы, интересно все. На удивление, я думала, что больше будут заинтересованы мальчики, оказалось, что нет. Больше заинтересованы девочки, и они выполняют все намного быстрее и намного качественнее. То есть заинтересованность у детей просто масштабная, им очень нравится. За 1,5 недели вчерашняя шестиклассница Анна Шерстобитова научилась не только кудревить, но и наносить термопасту, управлять багги и менять колеса на машине. Сегодня покоряет сварочный аппарат. Вот этого кота здешние студенты сварили за 6 часов практики. Нынешним подопечным Елены Барсуковой до таких высот, конечно, еще далеко. На эту фигурку ушло полчаса коллективной работы. Мне было интересно смотреть новые профессии, узнавать. Мне понравилось его сваривать, но было сложно направить сварочный аппарат на металл. Он долго не горел. Было сложно попасть на металл. Сегодня в лагере 30 ребят. За смену каждый пройдет профессиональные пробы по 6 направлениям. Стандарты, которые здесь применяют, повторяют те, что предусмотрены в рамках движения WorldSkills. Мы не говорим о том, что есть профессии для девочек, есть профессии для мальчиков. Нет, каждый ребенок попробует себя на тех площадках, которые у нас есть. И действительно, это не экскурсия, это не мастер-класс, это глубокое погружение в выполнение работ. Каждый день ребенок уходит с какой-то поделкой, с результатом своей работы. В числе наставников не только преподаватели техникума. Профпробы в лагере чередуют с визитами на ведущие столичные предприятия, чтобы увидеть, в чем состоит ежедневный труд мастеров разных профессий. Георгий Денисов, Елена Трофимова, Владимир Холобурский, Вести Коми. Коллеги, хотелось бы немножко остановиться о приемной кампании 2020. В нашем техникуме обучается больше 1000 студентов по 24 образовательным программам среднего профессионального образования. Есть, конечно, традиционные направления подготовки. Это сварочное производство, транспортное направление, IT-специальности, сфера услуг, это всем известные наши парикмахеры. На слайде представлены лишь те направления, которые входят в топ-50 востребованных профессий, по которым подготовка осуществляется только в нашем техникуме, а также новые направления, по которым мы осуществляем набор в этом году. Также хочется отметить, что на сайте нашего техникума есть вкладка «Приемная кампания». Работает горячая линия по телефону 31 12 34. И все интересующие вопросы можно получить ответы. Также хочется отдельно
отметить прием лиц с УВЗ и инвалидностью в 2020 году. Тоже всем известно, что есть традиционные подготовки, и это очная форма обучения. Но в этом году, наверное, как некий инструмент содействия трудоустройству наших выпускников, мы открываем подготовку по заочной форме обучения на специальность компьютерные сети. Также не забываем о подготовке по программам профессионального обучения. Это наша профессия портной. Безусловно, при формировании контрольных цифр приема учитываются кадровые потребности республики и запросы работодателей. Хочется немножечко сказать о нашем сотрудничестве с работодателями. К основным формам можно отнести организацию учебной и производственной практики, дуальное обучение, привлечение работодателей к разработке учебно-программной документации, стажировки и повышение квалификации наших педагогических работников на базах предприятий, совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках, мастер-классах. Естественно, есть и совместное участие в международных проектах, а также участие работодателей в проведении государственной итоговой аттестации. На слайде представлены основные партнеры, индустриальные партнеры, социальные партнеры нашей профессионально-образовательной организации. Также хочется показать и количественные показатели о заключении соглашения о сотрудничестве и договоров о целевом обучении, про которые сегодня уже рассказывал Ладанов Павел Владимирович. Распределение соглашений, договоров по отраслям промышленности. Стабильно работодатели более активны по направлению техника и технология наземного транспорта. Также нам хочется похвастаться, наверное, своим хорошим сотрудничеством с предприятиями машиностроения и промышленных технологий нашей республики. Также востребованы такие направления, как сервис и туризм. Сюда относится у нас профессия парикмахер. Мы из года в год открываем новые специальности, новые направления подготовки, ищем для наших выпускников действительно интересные места для работы, для выстраивания их профессиональной карьеры. С активностью отзываемся на запросы работодателей. На слайде было представлено, у нас появляются действительно новые направления, которые открываются под запросы работодателей. Всегда готовы к сотрудничеству как с учреждениями среднего общего образования, так и с работодателями. Готова ответить на интересующие вас вопросы. Если что-то осталось за кадром, то у нас на сайте представлена вся информация как о приемной кампании, как о профориентационных мероприятиях и
о новом проекте, это лагерь с дневным пребыванием. Мы в этом году тоже планируем его открывать. И готовы, конечно, к вопросам. Поэтому, пожалуйста, на сайте информация есть, телефон горячей линии. Спасибо. Спасибо, Лариса Васильевна. Очень интересно было послушать. Я надеюсь, будут вопросы. Заходила тоже на ваш сайт, все подробно, все интересно расписано, поэтому спасибо вам за работу. Ну что, давайте мы попытаемся подключить Центр занятости населения. Ольга Вячеславовна, вы готовы подключиться? Ольга Вячеславовна. Нет, так, не получается. Конечно, очень жаль. Я надеюсь, что Центр занятости обязательно будет участвовать в нашем следующем семинаре. Ну а сегодня наш семинар подходит к концу. Я надеюсь, что вы сегодня услышали, уважаемые участники, много полезной информации именно по организации профориентационной работы, услышали работодателей, какие профессии у нас необходимы, и на что нужно ориентировать наших обучающихся именно школ. Я еще раз хочу обратиться именно к дальним нашим селам, деревням. Начинайте работу с 1 сентября, помогайте нашим родителям, нашим детям совместно выбирать профессии, осознанно выбирать экзамены. Ну и какие будут у вас вопросы, пожалуйста, пишите в чате, я буду готова ответить на них. И те вопросы, которые будут вами направлены спикером сегодняшнего семинара, я с ними тоже свяжусь. И есть у нас один вопрос, пожалуйста, Александр. На сайте института нет анализа профнамерений учащихся 2020 года, когда он появится. Спасибо за вопрос. Постараемся в ближайшее время, чтобы данная информация обязательно появилась. Спасибо за вопрос. Спасибо, вопросов больше нет. Успехов, хорошего лета всем. До свидания.